Здравствуйте, на телеканале БСТ. Время подвести итоги недели. В студии Элина Насырова, и вначале коротко о главном. Цифровые помощники человека. В Уфе обсудили будущее искусственного интеллекта. Поэтому нам надо, уважаемые коллеги, переходить вот в эту сферу, в нишу, в которой мы, в принципе, живем. Какие вопросы будет решать профильный совет и как нейросеть меняет регион, интегрируясь в различные сферы жизни? Медицина, образование, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, госуслуги. Но это лишь начало. Трезвость – норма жизни. Население трезвое, занимается пчеловодством, скотоводством. Как меняется жизнь в деревнях республики, участвовавших в конкурсе «Трезвое село». Открываются какие-то предприятия, какие-то точки притяжения этого села, начинают проводить брендовые мероприятия. Душевные встречи и серьезные разговоры. Итоги рабочих поездок главы республики в Нефтекамск и Кармскалинский район. Улыбка переведется, да. У тебя есть такие? Нет. Какие вопросы обсуждались и решались в ходе визита Радия Хабирова в муниципалитеты? Чтобы облегчить и уменьшить давление на дороге, хотим запустить в этом году железную дорогу погрузку. Гордость республики. Радость – самая объективная эмоция. Ну и, наверное, удивление, потому что я не ожидал. Школьники Башкортостана продолжают покорять всероссийские и международные олимпиады. Не заменить человека, а работать с ним рядом. Радий Хабиров обозначил ключевые задачи по внедрению искусственного интеллекта в Башкортостане. На заседании стратегической сессии руководитель региона объявил о создании Совета по цифровой трансформации и развитию технологий ИИ. К слову, они уже внедрены во многие отрасли, включая медицину, образование, промышленность, сельское хозяйство, и показывают свою эффективность. Какой практический результат от этого получают жители, в репортаже Азат Садриева. Искусственный интеллект помогает выращивать более 100 сортов гороха в лаборатории фитотроники и цифрового фенотипирования Аграрного университета. Климатическая камера полностью роботизирована, по заданному алгоритму сама поливает растения. Нейросеть выдает полный цикл производства агрокультуры. Исследователям остается следить за температурой и влажностью. Анализы образцов занимают считанные секунды. Алгоритм на основе искусственного интеллекта обрабатывает изображение и дает характеристику по каждому растению. Это полностью наша разработка. С конвейером это первая разработка, а вот простых климатических камер уже более 40 моделей разных реализовано по всей России. Искусственный интеллект уже интегрирован в экономику, госуправление и другие ключевые отрасли республики. О его дальнейшем развитии говорили в геномном центре на стратегической сессии, в которой принял участие Радий Хабиров. Глава Башкортостана и других гостей мероприятия поприветствовала цифровая помощница Айселу, сгенерированная нейросетью. Она отметила, что искусственный интеллект видит больше, решает вопросы быстрее, а ошибается реже. Но при этом ИИ должен работать не вместо человека, а рядом с ним. Об этом же сказал в своем выступлении Радий Хабиров. Поэтому нам надо, уважаемые коллеги, переходить вот в эту сферу, в нишу, в которой мы, в принципе, живем, и в которой у нас достаточно много и успехов, много и задач. Я не говорю, что мы начинаем с чистого листа. Моя задача сегодня, наверное, создать инфраструктуру, поставить задачи для того, чтобы сформировалась некая экосистема и, если хотите, появился
рынок для технологических решений в области искусственного интеллекта. Глава Башкортостана рассматривает ИИ как инструмент реализации долгосрочных целей развития республики. В каждой профессии искусственный интеллект будет хорошим помощником. Он уже дает нашим врачам, учителям, управленцам, специалистам возможность повысить качество работы, сэкономить время, а граждан избавляет от бюрократии и рутины, ускоряя оказание услуг. По данным Минздрава, в уфимских поликлиниках во время диспансеризации у 10 тысяч человек выявлены факторы риска с помощью нейросети. Пациенты прошли консультацию в центрах здоровья, 70% из них взято на диспансерное наблюдение. В промышленности искусственный интеллект улучшает логистику и уменьшает затраты предприятий. Так, флагман нашей экономики «Башнефть» развивает программу «Цифровое месторождение», которое уже подключено свыше 8 тысяч скважин. Благодаря этому специалисты могут видеть процессы глубоко под землей в реальном времени. Нейросети обрабатывают данные со скоростью, недоступной человеку, прогнозируя добычу и даже будущий износ оборудования. Датчики собирают данные, а алгоритмы предупреждают о рисках аварий. У нас поступают большие терабайты данных, и человеческий ресурс не всегда способен все это быстро обработать. Искусственный интеллект нам помог обрабатывать, то есть мы создали нейронные сети, обучили их экспертным знаниям, чтобы нам помогало выявлять те, скажем, отклонения, которые существуют в текущем оборудовании, в текущей эксплуатации месторождений, для того, чтобы технологии уже точно фокусировали свое внимание и принимали быстрее решения. Как отметил во время страцессии глава республики, искусственный интеллект должен работать на повышение качества жизни людей. В медицине ИИ помогает заблаговременно предвидеть риски заболеваний и осложнений. В транспорте интеллектуальные решения управляют потоками, учитывая пропускную способность улиц. В ЖКХ и госуправлении нейросеть повышает качество обслуживания граждан при обработке их обращений. Сельское хозяйство тоже непаханное поле для внедрения искусственного интеллекта. Например, система контроля потребления корма для крупного рогатого скота позволила снизить потери более чем в 1,5 раза в КФХ Аургазинского района. А Раиль Гарифуллин, студент аграрного университета, с командой разрабатывает платформу с нейросетью для поиска сорняков. Проект финансируется за счет выигранного стартапа. Магистрант намерен внедрить разработку в беспилотники, которые обрабатывают сельхозугодья. И знаю то, что это довольно трудоемкий процесс, который требует много сил. И если так посмотреть по истории, например, появились паровые двигатели, далее ДВС, и чем больше таких технологий внедряется, тем легче становится наша жизнь. Этот проект Раиль Гарифуллин представил в геномном центре на стратегической сессии по внедрению искусственного интеллекта в Башкортостане, заинтересовав республиканский Минсельхоз. Еще одна студенческая команда презентовала умный строительный калькулятор, который помогает быстро рассчитать предварительную сметную стоимость коттеджа, исходя из заданных параметров проекта, а также получить рекомендации ИИ-ассистента, вплоть до подбора мебели и сантехники. Меня вообще радует, когда активность наших студентов, и я всегда подчеркиваю, что я очень радуюсь, когда наши ребята, выпускники наших школ, побеждают на олимпиадах, когда студенты побеждают на олимпиадах. Вообще, если взять по программе правительства России, самое большое количество стартапов у нас, кстати, берут студенты наших вузов, особенно Уфимского института науки и технологий. Они получают стартап где-то до 1 миллиона рублей и, соответственно, реализовывают какие-то свои вещи. Безусловно, радуюсь. Понятно, что это еще первые шаги в этой сфере, но, собственно, из таких маленьких шагов потом вырастают и какие-то крупные технологические компании, вырастают гении, ученые и так далее. Все это здесь находится. И наша задача здесь в данном случае, и в целом это и смысл стратегической сессии был, чтобы энергию государства, энергию правительства направить именно на поддержку внедрения технологий искусственного интеллекта, в том числе начиная с молодого возраста, завершая уже маститыми учеными и руководителями предприятий. При этом важно пользоваться не чужими идеями и разработками, а реализовывать и внедрять свои собственные, что и делается в республике в разных сферах, в том числе в образовании. Только один из примеров. В Башкортостане запустили платформу, которая проверяет сайты учебных заведений. И на сегодняшний день мы достигли такого колоссального результата, что проверка сайта, допустим, достигает 1 минуты одного сайта и выдает полный отчет со скриншотами. Мы еще разрабатываем 3 такие большие платформы, которые планируем уже внедрить буквально в этом году.
Президент России Владимир Путин ставит задачу системно внедрять технологии искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление. В этой логике в Башкортостане реализуются региональные программы национального проекта «Экономика данных» и «Цифровая трансформация государства», а также готовится единый план внедрения ИИ. По оценке федеральных экспертов, руководство республики действует на опережение, встраивая региональную повестку в национальную стратегию развития искусственного интеллекта. И здесь главное не опоздать. Да, это логичное продолжение и, в общем-то, исполнение указаний президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который сказал, что должны развиваться технологии искусственного интеллекта и внедряться в Российской Федерации, в том числе в процессы государственного управления. Ради Хабиров как бы предвосхищает, да, то, что искусственный интеллект как технология, он уже никуда не денется, и есть два варианта. Либо его интегрировать, в том числе в управленческие процессы, либо навсегда быть отстающими. В целом данный вопрос находится под весьма пристальным вниманием региональных властей и, в частности, непосредственно главы республики Радия Хабирова, который в данном вопросе постулирует весьма правильный и верный подход. Суть его заключается в том, что искусственный интеллект и его активное развитие и внедрение в государственной сфере должны способствовать в первую очередь качественному росту жизни населения и росту качества предоставляемых услуг. Искусственный интеллект перестал быть технологией будущего и уже становится необходимым инструментом конкурентоспособности регионов. Поэтому прямо во время стратегической сессии Ради Хабиров своей электронной подписью подписал указ о создании Совета по вопросам цифрового развития и внедрения технологий ИИ. Он будет создавать, развивать и внедрять технологии искусственного интеллекта в отраслях экономики, социальной сфере и сфере государственного управления. Одной из ключевых ролей в этом будет играть новый заместитель премьер-министра правительства Башкортостана Олег Ли. Ранее он был советником Центра развития искусственного интеллекта аналитического центра при правительстве Российской Федерации. Очевидно, республика аграрная, промышленная, все известные предприятия внедряют уже искусственный интеллект. Понятно, что все вот эти тяжелые производства, обрабатывающие, добывающие, будут охвачены. И, на самом деле, я бы этим не ограничивался. Искусственный интеллект много пользы приносит и в креативных индустриях, в торговле, в финансах, поэтому об этом призываю также никого не забывать. Нейросеть – это еще и мощный катализатор новаторских предложений, формирует стратегию исполнения проекта, прогнозирует тренды. Но не стоит забывать, что во главе стоят люди, которые генерируют идеи и принимают ответственные решения. Искусственный интеллект – это будущее, которое уже наступило. Цифровые технологии меняют жизнь региона, интегрируясь во все сферы жизни. Медицина, образование, сельское хозяйство, промышленность, транспорт, госуслуги. Но это лишь начало. Башкортостан имеет все шансы стать одним из лидеров России по внедрению искусственного интеллекта благодаря развитой промышленной базе и поддержке инновационных инициатив руководством региона. Азат Садреев, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Уфа. Трезвость как норма жизни. От 3 до 6 миллионов рублей получили населенные пункты победители 7-го проекта «Трезвое село». Награды вручал лично Ради Хабиров, который и инициировал данный конкурс. Деньги можно будет потратить на улучшение в своем муниципальном образовании. Впрочем, финансовая поддержка не единственная мотивация. Трезвое село – это про сплоченность и про то, что даже самая маленькая деревня может изменить свою жизнь. Как именно? На примере победителя из Аскинского района в категории «Малые населенные пункты» в материале Артура Шамсудинова. Для маленькой деревни. Приходит, всем показывается, да? Конечно. Все мероприятия начинаем с этого. Может и не главный, но точно один из самых дорогих экспонатов в прямом и переносном смысле. Всем, кто приходит в местный музей, теперь с гордостью рассказывают, как победили в конкурсе «Трезвое село». Все началось с идеи, а закончилось реальными делами, которые видны невооруженным глазом. Взять хотя бы стены самого учреждения. Пусть и без изыска, их обшили и провели ремонт силами самих жителей. Сперва собрание делали, пришли к выводу, чтобы делать клуб. И совместно с жителями деревни, мужчины сами, совместно с Кашкинским сельсоветом
Все это ремонтировали своими усилиями. Именно активность населения – ключ к победе в региональном проекте. Также сообща жители построили местную мечеть, детскую площадку и навесной мост через реку. И все это, как тут говорят, на трезвую голову. В противном случае ничего бы не получилось. Совместные дела – вот главная сила, которую местные жители научились направлять, что называется, в нужное русло. Территорию этого родника также благоустроили совместными усилиями. Спиртное здесь не пьют, да и зачем, ведь вода гораздо вкуснее. Зачем алкоголь, когда вокруг столько возможностей, рассказывает Марсель Нуртдинов. Уроженец Гумбина, отставной военный, почти половину жизни проездил по другим регионам страны. Но несколько лет назад женился и вернулся на малую родину. Теперь разводит лошадей башкирской породы. Работает, что называется, на себя. Трезвость была и остается образом жизни. Сила мне дает природа и Аллах Тааля. Вот силу дает мне и стараться вот жить в деревне. Я молодой, да, я могу же пить, как бы, да, там ничем не заниматься, там лежать на диване, пить или что-то. А я вообще не такой человек. Для того, чтобы полноценно жить, вот радоваться всему, что живешь вот на этой земле, не нужно употреблять алкоголь. Не нужно. Вот живешь, семья есть, дети есть, что-то делаешь ведь, да? Жители – главные хранители традиций. Гостей встречают хлебом и солью, дождь вызывают с помощью специального обряда под молитву муллы и передаваемый из поколения в поколение ритуал. На совместных чаепитиях только чай и никаких горячительных. Вся эта самобытность и покорила сердце жюри конкурса «Трезвое село». Население трезвое, занимается пчеловодством, скотоводством, рыболовством, и все ведут свое хозяйство. В этой деревне не пьют, потому что все, практически, можно сказать, ходят в мечеть, держат уразу, то есть такие люди осознанные живут в этой деревне. А ведь победа могла пройти мимо. При подсчете голосов учитывается все, вплоть до пойманных пьяных водителей. Один из таких мог заметно снизить балл, но глава района лично вмешался в ситуацию и выяснил, нетрезвый за рулем был проездом из другого муниципалитета. Денис Раисович не поленился, значит, он разобрался в этом и принес справку, что тот, который пойман в Аскинском районе, он не житель Аскинского района. Ну ладно, не буду спрашивать, чей он житель, да? Инициатором проекта «Трезвое село» выступил глава Башкортостана Ради Хабиров. Он неоднократно подчеркивал, что решать проблему алкоголизма только запретами невозможно. Нужно предлагать альтернативу. Конкурс попал в самую точку. Вся деревня собирается и борется за главный приз. Денежный фонд достаточно серьезный. В зависимости от размера населенного пункта от 3 до 6 миллионов рублей. А за второе и третье места в конкурсе участники получают по 200 тысяч на благоустройство территории. Образуется команда, образуются какие-то новые форматы взаимодействия, в том числе открываются какие-то предприятия, какие-то точки притяжения этого села, начинают проводить брендовые мероприятия, туристические какие-то моменты. То есть село до и после участия в трезвом селе, вот мы всегда говорим это про те села, которые действительно и вкладываются от начала до конца участвуют. Это разные села до и после. Истории участников по-настоящему вдохновляют. Ради Хабиров даже поручил дополнительно поддержать деревню Гадельгареево в Бурзянском районе, которая боролась за победу, но не вошла в число призеров. Там построят водопровод, очень нужный жителям. Вы знаете, удивительный конкурс. Он, на самом деле, наши ожидания как-то превзошел всячески. Это у людей такая тяга к нормальному образу жизни. У людей появляется такой командообразующий характер. У людей, знаете, как-то в душе появляется вера в хорошее. И очень здорово, что у нас конкурс есть. Я очень благодарю Айткулову Эльвиру Ринатовну. Она у нас является одним из организаторов этого конкурса. Эльвира Ринатовна, спасибо вам большое, потому что всем сердцем, как говорится, работаете. Успех Башкортостана подчеркивают и на федеральном уровне. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в качестве примера рассказал о результатах, к которым привела системная работа властей за последние 7 лет, в том числе и благодаря проекту «Трезвое село». Одним из успешных примеров повышения приверженности здоровому образу жизни и снижения потребления алкоголя стал реализуемый в Башкортостане проект «Трезвое село». Увеличилось количество жителей, ведущих трезвый образ жизни, регулярно занимающихся спортом, творчеством.
С 2019 года в республике практически на треть упала общая заболеваемость алкоголизмом. В этом году в битве за трезвость участвовали 845 населенных пунктов. За все время конкурса уже более 3500 поселений. И если каждое из них хоть немного смогло стать лучше и сплоченней, то это уже победа. Артур Шамсудинов, Азат Садриев, Булат Садриев и Иван Шабрин. Итоги недели. Достроить новую школу на 1225 мест и модернизировать инфраструктуру ЖКХ Нефтекамска почти на 8 миллиардов рублей. Это лишь часть планов, о которых, находясь на северо-западе республики, рассказал глава Башкортостана. Ради Хабиров на неделе провел совещание по вопросам социально-экономического развития 4-го по численности населения города-республики. В ходе рабочей поездки руководитель региона ознакомился также с благоустройством общественных территорий и выполнил обещание, данное 8-летней Асель Саетовой в начале этого года. Какое? Узнаете, посмотрев репортаж Руслана Батыргареева. И организуем и делаем вот нормальное движение с уменьшением скорости. С ГАИ посоветовались? Посоветовались. Это раз. Во-первых, посоветовались. Во-вторых, с Институтом развития городов просчитали модель, посчитали, сколько автомобилей в день проезжает. Главу республики знакомят с концепцией благоустройства площади имени Ленина. Это уже второй этап большой стройки, которая началась в прошлом году. Нефтекамск стал победителем всероссийского конкурса лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Представленная идея благоустройства аллеи получила федеральную поддержку. Намного лучше. Сейчас спокойно мы можем гулять с детьми. Просто каждый вечер, каждое утро выходим с семьей и радуемся именно вот этому вот новому скверу. Свой проект нефтекамцы назвали «Ось времени». В концепции преображения аллеи постарались отразить разные периоды развития муниципалитета. Отдельное внимание нефтяникам и первостроителям одного из самых молодых городов республики. Благоустройство проводилось в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Из федерального бюджета было выделено 103 миллиона рублей, 75 миллионов из республиканской казны. Меняется облик не только общественных территорий, но и социальных объектов. В 2022 году в Нефтекамске открылась новая школа. На сегодняшний день самая большая и современная. Здесь обучается 1880 детей. Обещал и сдержал свое слово. В 17-ю школу глава республики приехал по приглашению Асель Саетовой. С девочкой и ее мамой Гульнас Ради Хабиров познакомился в январе текущего года во время посещения Уфимского хосписа. И вот вновь теплая встреча. Как учеба? Хорошо. Я на пятерке, мне только в дневнике. Да ты что? Это правда? Да. А какие у тебя самые любимые предметы? Математика и русский язык. Самые тяжелые предметы. Серьезно, да? Почему ты любишь математику, скажи? Математика – это царица наук, а по-русскому я люблю буквы писать. Ой, ты какая молодец. В младенчестве девочка довольно рано начала проявлять активность, училась ползать, ходить, а к 3 годам начался внезапный регресс. Мышцы Асель слабели, девочка перестала самостоятельно ходить. Ей рекомендовано домашнее обучение, но родители не захотели замыкаться в 4 стенах. 17-ю школу выбрали потому, что построена она в рамках доступной среды. Сидячий образ жизни у ребенка тоже надо чем-то заниматься, плюс, чтобы сохранить моторику рук. Заболевание же у нас как бы никто его не отменял, диагноз остается. Она собирает картины из алмазной мозаики, это ее успокаивает, как бы, и для моторики рук очень полезно. Не просто ученица 1 класса, а очень активный и интеллектуально развитый ребенок. Асель учится еще в музыкальной школе, играет на фортепиано, занимается хоровым пением, ходит на вокал. Ну а своими достижениями в учебе девочка поделилась и с главой республики. Поедете улыбка перевернута, да. У тебя есть такие? Нет, только пятерки. Ну-ка, давай сейчас посмотрим. Ух ты, ладно. О, молодец. Еще литературу любишь, да? Да. От душевных к серьезным разговорам на тему экономики и развития в ходе рабочей поездки в Нефтекамск Ради Хабиров ознакомился с деятельностью компании «Метротест». Она специализируется на производстве испытательного оборудования для определения физико-механических свойств материалов. Предприятие является резидентом территории опережающего развития. В том году мы получили меры государственной поддержки. На эти деньги мы закупили 2 покрасочные камеры.
Также докупили необходимое метрологическое оборудование. Ну и в целом у нас общий проект получился в районе 48 миллионов. 30 миллионов нам дало государство, 18 миллионов мы вложили своих. О показателях предприятий и в целом социально-экономическом развитии муниципалитета говорили на совещании в администрации города. Глава республики подчеркнул, что экономика Нефтекамска развивается, практически нет безработицы. В хорошем темпе работают крупные предприятия. Неплохо развивается, как, впрочем, наверное, есть там системные проблемы, как у всех городов наших, и в целом по России какие проблемы. Но управленческая команда достаточно уверенно в Нефтекамске держит удар, как говорится. У нас были переживания по падению производства на нефазе в прошлом году, да, существенно. Вот в этом году они уже отыграли, и уже, соответственно, темпы позапрошлого года и прошлого года тем более поднимут. Поэтому это хороший, серьезный показатель. Но вообще Нефтекамску грех жаловаться. Мы тут 2 большие школы построили, садик построили. А еще предстоит завершить модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения, подчеркнул глава республики. Общая сумма вложений в инфраструктуру ЖКХ города около 8 миллиардов рублей. Кроме этого, стоит задача ввести новую школу на 1225 мест и построить спальный корпус первой татарской полилингвальной гимназии. Руслан Батыргареев, Азат Ишбулатов, Руслан Галямов и Рустам Галямов. Итоги недели. Нефтекамск. На неделе в рабочем графике главы Башкортостана была поездка и в Кармаскалинский район. Руководитель региона побывал в амбулатории села Улукулево. Она была возведена по самым современным стандартам благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Точками посещения также стали предприятия по производству кармаскалинского хлеба и селекционно-семеноводческий центр сельхозпредприятия «Урожай». Кроме того, глава республики обозначил проблемные вопросы, которые нужно постепенно решать. Сюжет Динарты Масхановой. Сколько лет работаете? 25. 25. Здесь живете, да? Да, здесь живу. Удобно вам, в общем, да? Очень удобно рядом. Поздравляю. Спасибо большое. Рабочая поездка Радия Хабирова началась с сельской амбулатории. Ее построили по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» всего за несколько месяцев. Специалистов, стаж которых исчисляется десятками лет, тут немало. Например, стоматолог Ришат Хакимьянов работает в Улукулево 31 год. Условия, как и бор машины, за свою карьеру он видел разные. УЗ-30 – это со шнуром, который крутится, обрывается. И обороты маленькие, здесь уже турбинные, обороты большие, более не бывает. А когда вот старое оборудование было, там она крутилась, нагревался зуб, и боли были. Сейчас вообще идеальная вещь. Амбулатория открылась в декабре, обслуживает более 5000 человек, как взрослых, так и детей. Глава республики осмотрел кабинеты терапевта, педиатра, акушера-гинеколога, стоматолога и дневной стационар. Пациенты могут пройти полный комплекс обследований, снять ЭКГ, сделать флюорографию, сдать кровь и по результатам получить направление к узким специалистам. До 2030 года, отметил руководитель региона, все обветшалые ФАПы. Их уже осталось не так много, заменят. Конечно, я хотел до 2025 года все эти программы завершить, модернизации села. До 30 года мы завершим все полностью. Значит, все ФАПы, то есть те, которые непригодны, в каких только условиях не сидят фельдшера. Вот в таких условиях должны, либо, по крайней мере, в нормальных там зданиях, которые есть, их тоже много. От проектов, важных маленьким деревням, до республиканских. Следующая точка посещения – селекционно-семеноводческий центр и элеватор сельхозпредприятия «Урожай». Они заработали в этом году. Вложено 2,5 миллиарда рублей инвестиций. Создано 41 рабочее место. Масштабы впечатляют. Мозг предприятия автоматизирован и уместился на нескольких мониторах. Мы запускаем, смотрим ошибки. Если где-то что-то случается, любая авария, все это у нас отражается на экране. Мы это все запускаем, все потом затем вызываем ремонтную бригаду, и они, соответственно, уже занимаются проблемой, которая возникла. Она отображается на экране. Все отображается. Вот видите, красным цветом, это значит, что это какие-то проблемные участки. В новом центре планируют производить семена зерновых как для нужд самого холдинга, так и для сторонних покупателей. Годовой объем производства составит не менее 120 тысяч тонн. Мы запускаем семенной цех, который нам не хватал. Это, так скажем, один из таких очередных наших строек. И плюс, чтобы облегчить и уменьшить
давление на дороге. Хотим запустить в этом году железную дорогу погрузку. Группа компании «Урожай» – один из крупнейших агрохолдингов Башкортостана. Предприятия работают в 7 районах. У каждой площадки свое предназначение. За моей спиной машино-тракторный парк. Расположен он вблизи деревни Константиновка. Введен в эксплуатацию почти год назад. Десятки тракторов и комбайнов ремонтируются здесь в любую погоду. Помещение отапливается, есть стоянка с твердым покрытием, склад автозапчастей, столовая. А главное, что здесь создали 2 десятка рабочих мест. Словом, предприятие «Урожай» к будущему урожаю готово. Хлеборода ждут и пекари, в том числе кармаскалинские. Ассортимент предприятия, которое также посетил Ради Хабиров, больше 150 наименований. В сутки выпускают до 10 тонн. Свежую выпечку развозят почти в 1000 магазинов. От Уфы до Ишимбая. Секрет в современном подходе, но по старым традициям. Каравай рождается в кирпичной печи. Пару буханок хлеба с собой возьму. Он на хмелю, он такой натуральный хлеб. Вот то, что раньше в деревнях пекли. Молодцы, что сохранили. Вообще производство хлеба это не бизнес, наверное, это какое-то социальное служение, потому что маржинальность тут низкая, они вот говорят 2-3% всего лишь. Это, надо удержаться, а как без хлеба быть? Вот я подумаю, чем им поддержать. Но, конечно, не все так гладко в районе. Ради Хабиров обозначил острые вопросы, которые есть в муниципалитете. Это дороги, обеспеченность водой, школа с большой загруженностью из-за близости к Уфе и порядок на карьерах. Сейчас мы работаем над программой по сохранению дорог вот так вот. И мы сейчас внимательно смотрим к этим карьерам. Без карьеров тоже нельзя, потому что дороги-то строить надо, стройку вообще вести, а без песка как его будешь делать? Но как-то более-менее, что это должно разумно и как-то без большого ущерба делаться. Вот. Ну, мы все-таки здесь поликлинику неплохую сделали, вот в прошлом году сдали. Поэтому по дорогам я уже сказал. В принципе, вот дорога самая центральная, ну, то, что управление делами, управление дорог Республики Башкортостан мы в хорошем состоянии поддерживаем. Но вот эти межпоселковые, межселенческие дороги, ну, конечно, все надо вкладывать деньги. Проблемные вопросы взяты на контроль. Команду, управляющую районом, Ради Хабиров назвал крепкой. Значит, и улучшение – дело времени. Динара Таймасханова, Артур Ханов, Родион Матвеев, Иван Шабрин. Итоги недели. Через месяц победитель Всероссийской олимпиады школьников по экономике Руслан Аминов отправится защищать честь страны в Китай. Он и еще 4 сильнейших юных аналитиков в составе сборной России поборются за звание лучших. Примечательно, что в этом году республика произвела фурор за всю историю участия наших ребят в Олимпиадах. 78 дипломов, 13 победителей и призеров по ряду предметов. Башкортостан поднялся с 7-го на 5-е место в рейтинге регионов по количеству направленных на заключительный этап участников. Как в республике выстроена система, которая позволяет растить успешных учеников, и почему быть умным и талантливым не только почетно, но и выгодно? Обо всем подробнее в сюжете Алии Ильтубаевой. Выходит, что чисто геометрически на графике мы можем заметить, что прибыль – это площадь данного прямоугольника, верно? Да, все верно. Пока сверстники обсуждают, как сдать ОГЭ и как провести летние каникулы, девятиклассник из Стерлитамака Руслан Аминов решает едва ли не гарвардские кейсы. Выиграв Всероссийскую олимпиаду школьников по экономике, он вошел в 5 лучших юных экономистов страны. В июне его ждут педагоги МГУ в столице, а уже через месяц в составе сборной России Руслан отправится в Китай на международную экономическую олимпиаду. В прошлом году, 8 класс, на муниципальном этапе я набрал что-то около 40 баллов. Это недостаточно большой результат для меня показался. И буквально за месяц-полтора на региональном этапе, то есть в 8 классе еще, я за короткое время смог достичь хорошего результата в 56 баллов. То есть это удивительно, потому что с муниципального этапа, там по логике больше баллов ты должен зарабатывать. Радость – самая объективная эмоция. Ну и, наверное, удивление, потому что я не ожидал. И немножко приходилось, наверное, жертвовать общением в некотором роде. Ну, в любом случае, это все компенсировалось тем, что школа помогала мне как бы освободить время с уроков.
Его школьный наставник и сам в прошлом олимпиадник по экономике, поэтому на своем примере знает, важно было уделить внимание на слабые и сильные стороны, развитие коммуникативных навыков и разбор задач прошлых лет. Но в любом случае я являюсь лишь наставником. Ученик всегда должен делать больше, то есть проявлять это любопытство, чему Руслан и пример, то есть он сделал гораздо больше того, что я просил. Башкортостан традиционно входил в десятку сильнейших регионов страны по результатам участия в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Сейчас же он вышел на 5-е место. К слову, сохранил и 5-е место по количеству участников. В составе нашей сборной всего 193 человека. Уже второй год она пополняется на 40 учеников. И в этот раз республика установила абсолютный рекорд – 78 дипломов, среди которых 13 победителей. Особо отличились сборные по химии и праву. И за этими цифрами стоит системная работа регионального центра «Аврора». Он появился 7 лет назад в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» и работает по распределенной модели. Лаборатории, мастерские и оборудование расположены на базе ведущих образовательных учреждений – инженерного лицея, художественной гимназии, музыкального интерната. Назначены главные тренеры, сформированы тренерские штабы из лучших педагогов республики, которые работают с нашими ребятами, готовя их по математике, по физике, по астрономии, по биологии, по химии и по другим предметам тоже, таким как русский язык, литература. Мы подключаем преподавателей с российских вузов, ведущих российских вузов. Яркий пример того, что Башкортостан не первый год готовит высокобальников. В этом году Уфа традиционно приняла всероссийский этап Олимпиады, но уже по географии. Выйти на награждение с флагом республики на плечах не просто патриотический жест, а символ того, что географию у нас знают и любят. Победительница Дарина Газизова в прошлом году стала призером, а в этом поднялась на ступень выше за счет месяцев упорного труда и веры в себя. Это было страшно. Были сомнения, что результат не мой, чужой. Когда пришли уже конечные результаты, наверное, это абсолютная радость. Самый высокий результат там по всей России, по одному из туров. Это безумно, конечно, радует. К слову, победа на Всероссийской олимпиаде дает право нынешним школьникам в течение 4 лет поступить в любой вуз страны на профильные специальности без экзаменов. Отличившихся ребят и их наставников поздравил на оперативном совещании правительства глава Башкортостана. Ради Хабиров вручил награды победителям и нашел для каждого теплые слова. Вы прославляете наш родной Башкортостан. Мы вам за это очень признательны. Вот вы, совсем молодые люди, знаете, сколько делаете, чтобы Башкортостан цвел, развивался. И, конечно, мы намного вас старше, да, и у нас у каждого своя тоже траектория жизни сложилась, но мы хотим пожелать вам успеха, потому что вы как никто его достойны, потому что вы самые настоящие трудяги. Поэтому вас очень любим и очень уважаем. И в добрый путь вам. Не только региональные премии и внимание главы. Уникальные способы поощрения ребят придумывают и местные власти. Например, в Благовещенском районе одаренным детям выдают жилищные накопительные сертификаты. Чем выше достижения, тем больше вклад муниципалитета в покупку будущей квартиры. А еще с этого года в районе победители Олимпиады получат единовременно 50 тысяч рублей. Размер номинала нарастает при условии личного зачета и составляет от 3 до 10%. 3% за призовое место в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, 5% за победу, 7% за призовое место в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников и 10% за победу. Кроме разовых премий главы муниципалитета, в Кармаскалинском районе, например, победители регионального этапа и их наставники получают по 100 тысяч рублей, а призеры по 15. В Туймазинском районе учителю доплачивают 7 тысяч за каждое призовое место ученика. В Мелеузовском 10 тысяч за призера и 30 за победителя. А в Октябрьском педагог, подготовивший победителя регионального этапа, получает 20 тысяч, заключительного 50. В Аскинском и Илишевском районах учреждены ежемесячные стипендии глав, а в Бураевском районе переходящий кубок лучшему ученику. Ведь если так вспомнить, концепция по развитию способностей и талантов у наших детей, у молодежи Республики Башкортостан как раз была принята в 2018 году в ноябре. Затем комплекс мер, появилось финансирование, которое позволило нам сформировать сборные по всем учебным предметам, которые есть в составе олимпиадного движения. Вы помните, Вадим Харисов, да, это мощнейший результат, когда международная химическая олимпиада, которая проходила
в Швейцарии, в Китае. Он показал лучший результат, взял золото. Тимур Гарифуллин на международной Олимпиаде по искусственному интеллекту взял золото. А еще есть все шансы, что наши ребята скоро войдут в формирующуюся сборную страны по астрономии. Ну а пока впереди серьезные международные состязания по экономике ожидает Руслана Аминова. Других ребят поступление в ведущие вузы без экзаменов и новые победы. За каждым дипломом стоит не только блистательный ум, но и месяцы труда, вера учителей и продуманная всесторонняя помощь от государства и региона. Алия Эльтубаева, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Строительство новой поликлиники в Иглинском районе, решение кадрового вопроса и повышение качества оказания медицинской помощи. Такие задачи глава Башкортостана поставил на ежегодной коллегии регионального министерства здравоохранения на совете при руководителе региона. Также Ради Хабиров посетил централизованную лабораторию Уфимской 13-й больницы, где внедрили трековую систему распределения пробирок для анализа крови у пациентов. Обо всем по порядку расскажет Даниэль Байков. Здесь встроены две высокоскоростные центрифуги с высоким ускорением. Это позволяет за 2-3 минуты отцентрифугировать пробирку. И это в 5 раз быстрее, чем на обычной центрифуге. Специалисты Центральной диагностической лаборатории 13-й больницы стали быстрее анализировать кровь пациентов в пробирках. Все благодаря внедрению трековой системы, уникальной в Приволжье. С помощью автоматизированных систем врачи анализируют до 12 тысяч проб крови в сутки и выполняют до 60 тысяч исследований. Причем процесс полностью сократился по времени на 30%. Причем система может работать круглосуточно. Она не только анализирует, отправляет на хранение в морозильную камеру биоматериалы, но и утилизирует их. В том числе снижает вероятность ошибок при исследовании крови на онкологию, болезнь щитовидной железы, сахарный диабет. И вот эта система здесь, она называется трековая система 13-й больницы и РКБ. Мы, в принципе, потребности всей республики закрыли, считайте. То есть мы, более того, здесь мощность до 10 тысяч анализов в сутки, сейчас она примерно до 10 обрабатывает, а может 20 тысяч. То есть у нас есть еще задел на будущее. Уникальная трековая система, которая позволяет сохранить надежность и качество лабораторных исследований. В нашу лабораторию поступает биоматериал как из поликлиник и стационаров города Уфы, также близлежащих районов. А в этом передвижном модуле с механическими тренажерами есть все возможности для реабилитации. Чтобы встать на ноги, ходить и укреплять опорно-двигательный аппарат. Его можно перевести в любую точку республики. Он может обслуживать до 25 человек в день. Курсом лечения 14 дней. То есть это будет полноценный курс реабилитационного лечения. И сколько, в принципе, человек затратит своего времени в комплексе, это где-то 1,5 часа. Пробировали данный комплекс на базе Чешменской центральной районной больницы. Мы провели лечение порядка 10 человек. Все они в целом у нас остались довольны, с хорошими результатами. Башкортостан – один из передовых регионов России, где внедряют инновации в медицину, уверены федеральные эксперты. Не только в применении цифровых технологий и искусственного интеллекта. Посмотрели новую систему в лаборатории, которая тоже позволит жителям региона иметь очень быстрые, очень качественные, достоверные исследования. Совершенствуется инфраструктура, и там не только федеральные деньги, там большая доля региональных денежных средств. В прошлом году в республике построили 6 поликлиник. В Уфе открылся хирургический корпус республиканского кардиоцентра. Огромное внимание уделяется модернизации поликлиник и медучреждений в столице, обновлению ФАПов, цифровизации сферы и улучшению качества оказания помощи. Неплохо в прошлом году, 137 ФАПов сделали. В этом году, федеральных денег не будет в этой части, мы понимаем. Поэтому небольшое количество. Хотя, я говорю, в Аскинском, по-моему, районе был, там уже глава мне докладывал, что, говорит, один ФАП остался поменять. Один ФАП остался. То есть, в принципе, Аскинский район пришел к тому формату, который мы хотим, что вся система сельского здравоохранения, она модернизирована. Есть другие районы, где там уже близко к этой цифре. Эту работу надо продолжать. Мы вышли с ковида еще более сильными.
более компетентными, более устойчивыми, более технологически обеспеченными. На текущий год Ради Хабиров поставил задачу построить новую поликлинику в Иглинском районе, работать над качеством оказания медицинской помощи, привлекать кадры. У нас 3 глобальных направления с точки зрения стратегического развития системы. Это кадры, первое, это инфраструктура. Понятно, что если стены обшарпаны, там лечиться это не то. И третье, это процессы. Это выстроенность процессов от входа в поликлинику и стационар до момента выписки. С этого года в регионе начнут помогать молодым специалистам в городах с населением более 50 тысяч человек. А еще обучать стоматологическому делу в медицинских СУЗах. В перспективе уменьшить очереди пациентов перед кабинетами специалистов. Даниил Байков, Артур Ханов, Родион Матвеев. Итоги недели. Далее мой коллега Руслан Шарафудинов расскажет о ключевых событиях минувших 7 дней в контексте личного мировосприятия. Смотрите его авторскую рубрику «Между нами». Ну а я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Увидимся в следующих выпусках. Здравствуйте, в студии Руслан Шарафудинов. В эфире наша традиционная рубрика «Между нами». Итак, минувшая неделя и теперь наверняка вся наша последующая жизнь пройдет под эгидой искусственного интеллекта. Мир уже не будет прежним. Нравится это кому-то или нет, искусственный интеллект развивается и захватывает все новые высоты и площади настолько быстро, что кто не успел, тот опоздает. Именно это имел в виду Ради Хабиров, когда собрал на минувшей неделе в геномном центре Уфы всю управленческую и научно-образовательную команду республики на стратегическую сессию, эпическую и беспощадную. Эпическую, потому что это реально поворотный момент, и он уже наступил. Хабиров сказал это четко, ясно и без обиняков. Мы уже внутри новой технологической революции. Кто раньше стартанет, тот не будет глотать пыль впереди бегущих. Это нужно осознать со всей серьезностью и ответственностью. Беспощадную, потому что если мы хотим быть конкурентными, то мы должны включать нейромозг уже сегодня, или нас сомнут. И это касается прежде всего органов власти и управления. Не можешь – научим, не понимаешь – объясним, не хочешь, а более того мешаешь – заставим огнем и мечом обратиться в нейроверу. Иного не дано. И это не просто лозунги и правильные слова. Они подкрепляются действиями и решениями. Тут системный подход. Ради Хабиров взял тему внедрения и развития искусственного интеллекта под личный контроль, создал межведомственный профильный совет и доверил данное приоритетное направление специально обученному и ответственному человеку в ранге целого вице-премьера правительства Башкирии, пригласив его из Москвы с федеральной должности. Эта история не про красивую вывеску, а про реальное дело. Счет должен быть на табло и измеряться миллиардами рублей. Заглянуть в будущее за линию горизонта – это важнейшее качество лидера. В этом и есть его миссия – вести за собой, даже если цель не всем хорошо видна и понятна, особенно из задних рядов. Кто хочет добиться чего-то, ищет возможности развития, кто не хочет, ищет причины оставить все как есть. В этом и есть психология лидерства. Пока другие регионы отсиживаются и размышляют, мы двигаем вперед. Быть первыми – вот девиз современной Башкирии. Мы начинаем далеко не с нуля. У Башкирии уже есть серьезная стартовая база и опыт использования искусственного интеллекта в самых разных отраслях. Здравоохранении, промышленности, сельском хозяйстве, логистике и, конечно, в науке и образовании. Сегодня прогресс дошел до невиданных чудес. Вкалывают умные технологии и роботы, делая жизнь человека быстрее, проще и комфортнее. Искусственный интеллект и новые цифровые решения – это не философский выбор между добром и злом, а новая реальность, в которой мы все уже живем, нравится это кому-то или нет. В нынешней ситуации это уже не игрушка для айтишников, а вопрос безопасности, военной и экономической. До свидания, дорогие друзья. В студии был Руслан Шарафудинов и рубрика «Между нами». Да, кстати, могла бы нейросеть написать такой текст. Именно такой? Не знаю, вряд ли. Тогда бы это точно рубрика перестала быть авторской от живого человека со всеми его минусами и плюсами, переживаниями и размышлениями. Искусственный интеллект, он не вместо, а в помощь человеку, не позволяя мозгам лениться. Чтоб в ступе воду не толочь, мозги обязаны трудиться и день, и ночь, и день, и ночь.
И тогда все будет хорошо. Вот теперь точно до свидания. Берегите себя и своих близких. Никакой андроид вам их точно не заменит.